Mana qarag'iz, narsa söyleyler. Новости всем мобилизациядан qo'rqib o'tirganlardan. Всем привет! Сегодня суббота, 25 мая. Меня зовут Денис Катаев. Вернулся с Каннского кинофестиваля, чтобы знакомить вас с главными новостями. Это дневной информационный выпуск. Итак, приступим. Министерство иностранных дел может запретить консульским учреждениям выдавать заграничные паспорта россиянам, которые получили электронные повестки. Основанием для отказа в оформлении документа за границей станет призыв на срочную военную службу или направление на альтернативную гражданскую. Будет ли запрет распространяться на повестки по мобилизации, пока непонятно. В проекте, который опубликован уже на федеральном портале правовых актов, уточняется, что ограничения будут действовать до, цитата, исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат. О мобилизации высказались сегодня и в Кремле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя статью Financial Times. Если не хотите и убийцей становиться не хотите, языгыз меня, по словам Пескова, в России на ежедневной основе активно идет набор добровольцев-контрактников. Напомню, что издание Financial Times со ссылкой на экспертов сообщало, что то будете вон как этот Ульмасбаев, убийцей. Попадете убийца, убьет вас всех ломом, блядь, по животу. 25-го. Давайте обсудим вот эти нововведения с Максимом Оленичевым, юристом проекта «Первый отдел». Вот, Максим, заходите и смотрите полностью. Здравствуйте, Максим. Что потом вас не дрючканули там в армии. Пожалуйста, вот разъясните действительно, потом что, скажет, мере, просто умер на Украине, грозит, украинцы убили, скажет. А на самом деле убьет вот такой Ульмасбаев. Любой повестки от военного комиссариата или вот надо знать. Поняли? Ну, пока что достаточно сложно сказать, какие границы все-таки новый создает этот приказ Министерства иностранных